он всегда сам первый приходит и сам голосует. Пожелаем ему здоровья, добрых лет, всего наилучшего. Да, это Бог. Да, один из главных старейшин Ингушетии, долгожитель Альберт Евкуров, сегодня первый на избирательном участке в городе Сунжа. В этом году дедушка справил 107-й день рождения. И несмотря на преклонный возраст, Альберт активно следит за политической ситуацией не только в стране, но и в мире. Поэтому пропустить выборы президента страны он никак не мог. Выразить свою гражданскую позицию Альберт считает долгом каждого россиянина. А вот Мадина Аздоева голосует впервые. Ей только недавно исполнилось 18. Но еще в 2012 году, во время прошлой избирательной кампании, она решила, что не пропустит президентские выборы 2018 года. Тогда школьница впервые увлеклась политикой, с тех пор и мечтала внести свою лепту в будущее страны. Сегодня она не только избиратель, но и общественный наблюдатель. Я посмотрела сайты, которые были посвящены именно избирательной комиссии, и я видела, что любой уже дееспособный гражданин Российской Федерации может участвовать в качестве общественного наблюдателя. И сегодня я представляю Общественную палату Республики Ингушетия. На часах только 9 утра, на участке уже целая очередь избирателей, в том числе от командированных из других регионов страны военнослужащих. Отдать свой голос за выбранного кандидата они могут благодаря открепительному удостоверению, которое получили еще месяц назад в МФЦ. Так что свое право они не упустили, даже из-за издержек профессии. Активно голосует и старшее поколение. Здесь их несколько десятков, это только за час начала голосования. Я пришел с дочкой, она сегодня первый раз голосует. Привел дочку на голосование. Это ее выбор, будущее ее. Сегодня жители города Сунжа могут не только проголосовать за своего кандидата в президенты, но и за благоустройство родного города. 18 марта по всей стране проходит выбор общественных территорий, которые будут благоустраиваться в рамках проекта «Комфортная городская среда». Для этого здесь специальное помещение, отдельная урна и стенд, где представлены все 3 общественные территории от города Сунжа. В качестве приоритетной я считаю территорию площади нашего городского поселения, теперь уже города. Так как площадь является лицом нашего населенного пункта, я считаю, что площадь должна в первую очередь облагоустраиваться. А вот воспитатели детского сада города Сунжа «Старт в будущее» пришли на выборы всем коллективом и даже устроили небольшое шествие возле Дворца культуры, чтобы привлечь как можно больше жителей города к сегодняшним выборам. Мы пришли на выборы, мы не просто так пришли, а пришли проголосовать за свое будущее, за будущее России, за будущее наших детей. Наш лозунг об этом говорит. Детский сад, старт в будущее. Мы хотим задать этот старт сегодня. Голосуют не только местные жители, но и чиновники. Одним из первых опустил бюллетень в урну мэр города Сунжа. А вот зампред парламента Василий Светличный на выборы оделся в национальный казачий костюм. Возможно, поэтому возле политика собралась целая очередь желающих сделать памятную фотографию. Радует одно обстоятельство, что люди все улыбаются. Великолепная погода и улыбки, куда ни зайду, вы на любой избирательный участок, вы знаете, душа радуется. Это самое замечательное. Ну и люди идут. Тем временем на площади возле Дворца культуры развернулись народные гуляния, ярмарка с угощениями, а также выступления ансамблей и лезгинка в исполнении местных жителей. И вот уже слышны звуки приближающегося кортежа. Для ингушских невест это стало своеобразной традицией – голосовать в день собственной свадьбы. Поздравляют с важным событием невесту первые лица региона – глава Ингушетии Юнусбек Евкуров и спикер парламента Зелимхан Евлоев, которые также посетили сегодня избирательный участок в Сунже. В этом году члены избирательной комиссии отмечают очень высокую явку среди населения, а также соответствующий уровень организации проведения выборов. Альмина Бокова, Сурхо Кусиев, Новости 24.